Константин Константинович, расскажите, пожалуйста, нам, что произошло в 2002 году? Какие были причины аварии, какие официальные были выводы? Надо сказать, что в тот период времени был дефицит энергомощностей. И все энергетики настроены на то, чтобы в полной мере обеспечить электроэнергией потребителя. И когда очень низкие температуры и максимум потребления, диспетчер вот до самого последнего момента, до самого края как бы вот тянет, не принимая решения по отключению тех или иных потребителей, видя, что мощности электростанции находятся уже на пределе. И вот, к величайшему сожалению, вот в тот период времени, это было 19 декабря 2002 года, некоторые как бы грань перешли. Да, и Якутская ГРЭС, ну, на сленге энергетиков, она села, так называемо, села на ноль, то есть отключилась. Вот. Но тогда, благодаря профессиональным действиям Якутской ТЭЦ удержалась в работе одной турбиной, и в результате этого в течение там, буквально 35 минут раскрутили Якутскую ГРЭС и начали подавать электроэнергию потребителям. Ну, конечно, это такой, как бы всегда, отключение очень неприятный момент, тем более отключение, когда на улице там под 50 градусов мороза, да, это ну, такие панические настроения как бы вызывает. Но, как всегда, энергетики отработали очень профессионально, несмотря на тот сбой, как бы достаточно быстро восстановили всю энергосистему и подали на всей территории, которые обеспечивают Якутская ГРЭС, электроэнергию. А я напомню, что вообще Якутская ГРЭС обеспечивает электроэнергией вообще 550 тысяч человек, это почти 60% населения Республики Саха-Якутия. После этого были сделаны такие очень серьезные выводы, и очень много таких технических решений было правильных, с моей точки зрения, принято. Во-первых, построили резервный источник питания. 12-мегаваттную турбину, которая в случае тех или иных катаклизмов могла достаточно быстро раскручивать всю энергосистему. И вот правильность этого решения во время вот этого инцидента, который не так давно произошел, свою правоту показала. Второй момент, была построена линия электропередач, которая на прямой связи была между Якутской, и сегодня существует между Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ. Вот. И кроме того, построили еще так называемую, ну, третью очередь Якутской ГРЭС. Надо сказать, что Мирнинская ГРЭС, она как бы перестала нести те необходимые функции, которые в свое время несла. Да, а учитывая, что там турбины еще более или менее работоспособные, мы тогда оттуда сняли 6 машин, перенесли их сюда, в Якутск, и вот, по сути дела, 72 мегаватта, это вот, что ли, третья очередь Якутской ГРЭС. И, значит, тот инцидент, который был в 2002 году, он подтолкнул нас более активно заниматься строительством Якутской ГРЭС-2 и строительством линии электропередач Нерюнгри, Томот, Мая. На сегодняшний день все эти объекты практически завершены и находятся в пусконаладочной стадии. Я так считаю, что ну, там, в этом году Якутская ГРЭС-2 будет запущена и войдет в такой полноценный рабочий режим. Ну и, в общем-то, ничего не мешает на сегодняшний день соединить вот изолированный центральный энергорайон с южным энергорайоном через вот эту линию электропередач 220 киловольт, там 2 цепи построено, Якутская ГРЭС, подстанция в Мае, Томот, Нерюнгри. Да, то есть вот, надо сказать, что из той аварии были сделаны очень большие выводы, и совместно с руководством республики, совместно с руководством РАО ЭС России тогда, ну, как бы очень много всего было такого хорошего и правильного сделано. Но вот были сделаны выводы, но оборудование-то в любом случае поставили старое, получается, Мирнинское, со списанной ГРЭС. Какова была необходимость этого? В этом была очень большая необходимость, потому что ну, оно не списанное. Да, оно бывшее в эксплуатации, как бы это оборудование, но оно вполне работоспособное, оно и сегодня работает, да, поэтому как бы, там никаких проблем. А какие сроки эксплуатации вообще у них, этих ГТУ Мирнинских?
Да у них практически бесконечные сроки эксплуатации. Меняй на них агрегат, да и все. Поэтому все. Тут же, весь же еще вопрос в возможностях. Да, да, конечно, всегда хочется поставить новое оборудование, но новое оборудование несоизмеримо дороже, понимаешь, да. А ведь любая стройка, она все равно за счет тарифа происходит, да. И дальше ты принимаешь решение, а вот надо ли нагружать тариф дополнительным новым строительством, или можно эффективно использовать то, что у тебя есть на сегодняшний день. Мы приняли решение эффективно использовать то, что у тебя есть на сегодняшний день. Да, поэтому и жизнь эту правоту показала, да, потому что вот турбины, по сути дела, бесперебойно работают уже многие годы и, в общем-то, никаких неудобств никому не причиняет, кроме пользы. Но они же были названы резервными, правильно я так полагаю? Нет, это не резервный резерв. источник питания. Резервный источник питания, я вам говорил о том, что мы поставили 12-мегаваттную турбину. Она была поставлена именно на дизельном топливе работать, да, что если вдруг случается какой-то вот такой вот энергетический там инцидент, коллапс, да, то есть через нее можно раскрутить всю энергосистему и подать необходимое напряжение на Якутскую ГРЭС для того, чтобы она заработала. Да? А вот те 6 турбин, которые поставили, это не резервный источник. Это, по сути дела, да, дополнительные мощности. Потому что надо сказать, что центральный энергорайон Якутии по своему потреблению, он рос в тот период времени достаточно хорошими темпами. Да? И мы понимали прекрасно, что построить Якутскую ГРЭС-2 это не год, не два. Это пока политические решения будут приняты, потом пока проекты, потом пока сама стройка. И жизнь показала, вот смотрите, это был 2002 год, сегодня у нас 2017. 15 лет прошло, и только-только в этом году старция должна быть запущена в эксплуатацию. А весь период этот, как жить было, да, потому что мы, это просто такая особенность газовых турбин, да, что у нас потребление центрального энергорайона превышало установленные мощности энергетические здесь, в центральном энергорайоне. Поэтому и было принято такое решение. Я считаю, оно совершенно оправдано. Там за очень небольшие деньги мы, по сути дела, ввели 72 мегаватта. Это очень приличная мощность. Должна ли республика заботиться о состоянии Якутской ГРЭС? Каким образом? Но она уже заботилась, да, в результате этого построена Якутская ГРЭС-2. Да, поэтому выбывающие мощности Якутской ГРЭС, надо сказать, что вторая очередь, она уже там выработала все мыслимые и немыслимые ресурсы, да, вот они замещаются на сегодняшний день Якутской ГРЭС-2. Другое дело, что Якутская ГРЭС-2, она имеет две очереди, да, и сегодня уже надо заниматься убеждением Министерства энергетики Российской Федерации, Русгидро в необходимости строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2. Да, это вот, это такая, что ли, такая постоянная забота властей об энергетике республики. Прошло уже 15 лет с той аварии, да, и у нас снова случилась авария на ГРЭС. Какую причину считаете? Железо есть железо. Да, ему свойственно там, иногда разрушаться. Поэтому сказать, что там что-то такое серьезное произошло, я не скажу. Энергетики достаточно быстро справились с ситуацией. Вот, и меня там, когда я узнал об этом, да, это сразу в новостях же стало. Там стало известно в центральных новостях. Да, у меня никаких сомнений не было, что каких-то серьезных последствий, каких-то катастрофических последствий не будет. Потому что, еще раз говорю, на Якутской ГРЭС и вообще Якутской энерго работают величайшие профессионалы и готовы справиться с любой ситуацией. Прошло уже 15 лет с той аварии. Какие причины аварии в этом году, как вы считаете? Может быть, это следствие неправильно проведенного ремонта или отсутствия ремонта? Нет, конечно, ремонтов делается достаточное количество. Да. Другое дело, что технические специалисты, да, всегда настаивают, чтобы их было больше. Но это тут необходимо и достаточно. Для этого руководство Якутскэнерго и служит, для того, чтобы определить необходимое и достаточное количество ремонтов. Да. И другое дело, что, конечно, оборудование стареет. Вот считайте, с той аварии или с того инцидента прошло 15 лет. Да, понятно, оборудование не помолодело.
наработка часов на каждую турбину, там, считайте, каждый год по несколько тысяч. Это очень серьезная вещь. И то, что за эти 15 лет как бы ничего подобного не происходило, это говорит еще раз о профессионализме энергетиков и о качестве ремонтов в том числе. Да? Поэтому как бы я считаю, что энергетики делают практически все правильно. Вот. Другое дело, что надо было как бы ускорить строительство Якутской ГРЭС-2, потому что она вообще-то должна была быть, я напомню, по всем графикам, запущена в 2015 году. И уже должна была быть включена в эксплуатацию линия Нерюнгри-Томот-Майя. Да, вот с этим затянули. Да, и если бы на сегодняшний день, допустим, и линия эта была в эксплуатации, и Якутская ГРЭС-2 работала, то, как бы, может быть, этого инцидента и не было бы на сегодняшний день. Да. Поэтому вот с этой точки зрения можно сказать, что как бы есть недоработка энергетиков. Да. А то, что касается самого Якутскэнерго и, допустим, той же Якутской ГРЭС, очень профессионально, как бы, очень правильно многое делается. Но вот по Якутской ГРЭС-2 многие говорят о том, что там установлено какое-то старое оборудование, и насколько оно может быть реальным? Вот надо сказать, что решение о строительстве Якутской ГРЭС-2, какое оборудование там должно быть установлено, проект, это еще середина 2000-х годов. Да, это 2005 год, 2006 год. Вот это тогда принимались основные решения. Да, и тогда было принято решение в пользу турбин, которые уже находятся в эксплуатации, и их выпущено большое количество, чтобы не экспериментировать здесь в условиях холодной зимы, в условиях изолированной энергосистемы. Да, это, может быть, там не самые последние там образцы турбин, но они надежные. Они надежные. Да? И поэтому как бы, я считаю, что решение принято совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот было затронуто то, что оттянули ввод в эксплуатацию ГРЭС-2, то, что в 2015 должны были запустить, до сих пор еще не запустили. В чем причина? Видите как, в 2012 году, по сути дела, решением президента, решением правительства Российской Федерации было принято о выделении денег на строительстве Якутской ГРЭС-2. Потом начался такой некоторый как бы пинг-понг, да, а кто будет строить? Да, там это будет строить Якутскэнерго, это будет строить энергетические системы Востока, это будет строить Русгидро, да, потому что деньги-то были выделены Русгидро. Да, как бы, и вот это вот затянуло, вот это принятие вот этого решения, а кто же будет заказчиком, оно, по сути дела, и затянуло ввод в эксплуатацию. Я и тогда был убежден, и сейчас был убежден, что если бы Якутскэнерго поручили это строительство, да, то в 2015 году эта станция была бы уже введена в эксплуатацию. Потому что Якутскэнерго, что называется, кровно заинтересована в вводе этой станции как бы в эксплуатацию. Летом этого года в Ултумене было заседание по поводу энергобезопасности вообще республики, да, и там было сказано о том, что подключать центральные сети к южной Якутии невыгодно для севера, и в целом вообще для республики. Как вы это прокомментируете? Первый раз слышу о такой позиции, да, может быть, где-то друг друга не все правильно поняли. Да, считаю, что безусловно выгодно. Безусловно выгодно. Первая причина выгоды в том, что повышается энергобезопасность Центральной Якутии. Я уже говорил о том, что на Якутской ГРЭС вообще живет 60% населения Республики Саха-Якутия. Да, и приход линии электропередач и соединение с единой энергетической сетью – это благо. Первое. Второе. Это благоприятно скажется на тарифах. Да, это в конечном итоге это снижение тарифов. Да, что в принципе сегодня и происходит. Да, и как бы одна из причин снижения – это помимо политических решений, это в том числе и технологические решения, которые связаны там, с внешним энергоснабжением ВСТО, связанные с внешним электроснабжением газопровода «Силы Сибири», и в том числе приходом линии электропередач из центра сюда. Кроме того, это позволит выделить в отдельные тарифы, тарифы севера, и снять нагрузку
на промышленных потребителей и так называемых прочих потребителей на территории как бы, Республики Саха-Якутия, центрального энергорайона, там, западного энергорайона и так далее, и так далее. Да? Вот. И как бы, добиться необходимых дотаций для северов. Поэтому со всех точек зрения, и, как бы, я считаю, что это выгодно. Ну, я всегда таких позиций как бы, придерживался. Странно, это так выгодно, почему не подключается? Ну, я думаю, что вот время уже пришло к подключению, да, уже и линии построены, да, и подстанция закончена своим строительством, поэтому я думаю, что это вот, ну, крайний срок, наверное, это вот весна следующего года, когда центральный энергорайон будет включен в единую энергетическую сеть страны. А как вы относитесь к строительству газоперерабатывающего завода на территории Якутии? Я вообще по своему образованию инженер-геолог. Да, и ключевое слово здесь инженер. Да, и поэтому все, что касается новых производств, высокотехнологичных производств, связанные с не продажей сырья за пределы нашей страны или того или иного субъекта, а связанные с продажей уже там, вторых, третьих переделов, то есть таких продуктов с высокой добавленной стоимостью. Я всегда за это выступал и продолжаю выступать. И считаю, что одна из наших ошибок власти, Российской Федерации, субъектов, это то, что мы не добиваемся через самые разные механизмы, начиная там, от политических, организационных и кончая там, всевозможными там, как бы налоговыми и экономическими механизмами. Да, это то, чтобы наши сырьевые компании обеспечивали продукты второго, третьего передела, то есть продукты с высокой добавленной стоимостью. И поэтому, когда речь идет о строительстве завода метанольного, ну я только за. Да, это опасное производство, безусловно, это очень токсичный как бы, продукт. Понимаешь? Но на сегодняшний день столько всяких разных технологий, которые позволяют уберечь природу от всей вот этой вот как бы возможной гадостью, которые должны быть, безусловно, предусмотрены в процессе строительства, а точнее говоря, еще на стадии проектирования, что ну, как бы ими надо пользоваться, безусловно. И поэтому, вот, когда говорят о том, что вот мы там против строительства как бы, метанольного завода, да, никто же не говорит, что надо уничтожать природу. Никто же не говорит, что метанол надо спускать в реку Лена, да, или там отходы этого производства надо спускать в эту реку. Так ни в коем случае это не так. Да, как бы надо просто создать высокотехнологичное, высокоэкологичное производство. Значит, поэтому я тут за двумя руками. Вы просто посмотрите, какой завод на сегодняшний день строится по переработке газа в Амурской области. Да, это же ну, как бы мечта. Можно сказать, что как бы, мировая мечта всех, кто добывает газ на сегодняшний день. Да. Мне очень жаль, что он не в Якутии строится, да, там, не в районе Ленска, он строится там, не тут, не в районе Якутска, не в районе Южной Якутии, а он строится на территории Амурской области. Но вот я был бы, как бы очень был удовлетворен, если бы он строился на территории Республики Саха-Якутия. Но поэтому пусть хоть метанольный завод здесь появится. Спасибо большое вам за интервью. Желаю удачи вам в вашей работе. Спасибо вам.